Свое 85-летие на днях отметила Саскалахская СОЖ в Анабарском Улусе. Образовательное учреждение сегодня ставит перед собой задачу возрождения национального языка, знакомит учеников с культурой и бытом северных народов. В стенах образовательного учреждения дети также получают среднее специальное образование. О развитии школы в нашем следующем сюжете. Помимо общего образования, сегодня школа ставит задачу дать детям знания по родной культуре и возродить национальный язык. С января этого года только началось изучение венкийского языка, но уже есть первые успехи. Я учу свой родной язык. Би – это я. Что еще? Бо – это мы. Бифим – это зовут. Квалифицированного педагога по новому предмету пока нет. Во время практики уроки ведет студентка педагогического университета имени Герцена. Будущий педагог отмечает, изучение и распространение языка затрудняет нехваткой методических пособий. Нету разработок. Наверное, молодые специалисты этим должны заниматься. Поэтому я планирую, если у меня все будет хорошо, то я буду издавать литературные произведения именно на венкийском языке. Уроки проходят сегодня не только в стенах школы. С 1 августа начинается учебный год в кочевой школе. Начальное образование получают дети охотников. Есть дополнительные занятия. Факультатив долганского языка и уроки предков. Там они знакомятся с традицией своего народа. Есть интернет, есть компьютер. Образование в кочевой школе не отличается от средней школы. 2 месяца в году учащиеся проходят курс английского языка. По окончании 4 класса переходят в Саскалахскую школу. Мы учились вдвоем, и там учили разным книгам, например, в математике, русский язык, литература, ИЗО. Мы учили растения, ягоды, растения, которые растут в тундре. Уже с этого года в школе появятся классы вождения. Начнется подготовка специалистов. Уже начиная с 16-17 учебного года открыть класс по автоделу. Будем выпускать выпускников с водительскими правами категории В. Также мы будем вести бурановождение. И мы хотим еще открыть класс по овощеводству и кулинарии. Также сегодня началось сотрудничество с Якутской сельхозакадемией. Учащиеся уже в стенах школы получают среднеспециальное образование. Помимо этого ведется предпрофильное обучение. Ученики выезжают на учебу в центральные районы и получают рабочие профессии. Розалия Борисова, Василий Николаев, НВК Саха, Анабар.